Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Лед продвигается по рекам Якутии. Продолжается борьба с лесными пожарами. Озвучим свежие данные. В нескольких селах Алекминского района серьезная проблема с водоснабжением. Какие есть выходы из ситуации? Хочешь быть здоровым? Закаляйся. На городском пляже столицы проходит традиционный заплыв Ассоциации моржей «Якутская Арктика». Лед на реках Якутии продолжает движение в соответствии с прогнозами. Активная фаза ледохода на реке Лени проходит по территории Жиганского и Булунского районов. До критических отметок по уровням воды более 100 сантиметров. 28-29 мая ледоход ожидается у поселка Кюсюр Булунского района. Вскрытие реки в устьевой части в первой декаде июня. На реке Оленек ледоход также проходит в Булунском районе. В ближайшие 2-3 суток лед достигнет поселка Таймылыр. На реке Колыме обстановка также не вызывает опасений. Активная фаза ледохода на территории Среднеколымского и Нижнеколымского районов. Вскрытие реки у поселка Черский ожидается в начале июня. Тем временем 6 лесных пожаров в регионе ликвидированы за сутки. По данным авиалесоохраны, на территории Сунтарского, Нюрбинского, Верхоянского и Тампонского районов продолжают действовать 12 очагов. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения, составляет почти 15 тысяч гектаров. На тушение привлекалось 235 человек и 14 единиц техники. Составлено 5 административных протоколов, проинструктировано о мерах пожарной безопасности 88 человек. В 10 километрах населенных пунктов действуют 4 природных пожара. Еще одна серьезная угроза якутскому лесу – это нашествие сибирского шелкопряда. Личинки насекомого активизируются с первым майским теплом. В этом году под нашествием вредителя находятся 3 района. Петр Васильев о том, какие меры принимаются против уничтожителя деревьев. Безобидная на вид серая гусеница. Вот так выглядит личинка сибирского шелкопряда. Вырастают они от 5 до 7 сантиметров в длину. От одной особи особого вреда не будет, но колония из 50 или 100 подобных насекомых может за час уничтожить целое дерево. В прошлом году ущерб от действий шелкопряда в Якутии составил более 230 тысяч гектаров леса. В этом году все необходимые превентивные мероприятия уже начались. Сама гусеница шелкопряда для нашего региона вполне себе типична. Ее не пугают ни 50-градусные морозы, ни летний зной, ни даже отсутствие необходимого корма. А вспышки прожорливой активности у сибирского шелкопряда случаются каждые 10 лет. Аппетит у шелкопряда поистине богатырский. Сибирский зверь предпочитает в основном даурскую лиственницу, но не откажется от кедра, пихты или елки. А когда необходимое лакомство заканчивается, личинки просто переползают на другие кормовые места. Так случилось и летом 2020 года, когда шелкопряд оставлял после себя сотни тысяч гектаров голого леса, как будто опаленного верховым пожаром. Здесь проводился в прошлом году, в июне сначала, был обнаружен очаг сибирского шелкопряда на площади 3600 гектаров. И также в Мархинском лесничестве, там площадь уже больше 26 тысяч гектаров была. Численность была где-то 300-400 гусениц. Здесь есть необходимость проведения мероприятий по локализации очага этого, то есть с применением авиации, химическим препаратом на основе клонрина. В этом году обработку и анализ численности гусениц начали уже в конце мая, когда шелкопряд начинает активно поедать лесной массив. Превентивные мероприятия начались в окрестностях Якутска, пригородов, а также в Намском и Хангаласском районах. Как отмечают специалисты, сейчас с одного дерева можно собрать от 20 до 40 особей. В 2020 году эта цифра достигала максимума – 264 личинки на одном дереве. С приходом летнего сезона вопрос о защите от шелкопряда встает и у обладателей дачных участков. Так, в прошлом году единичные случаи были замечены на Вилюйском, Намцирском и Маганском трактах. Но, как уверяют специалисты, угрозы дачным насаждениям от сибирского шелкопряда нет. Сегодня эффективной и безопасной для человека и животных мерой борьбы с шелкопрядом является применение биологических инсектицидных препаратов, после которых гусеницы перестают питаться и погибают. Когда завершится учет особей, специалисты сразу же приступят к необходимым методам борьбы с вредителем. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск.
109 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Якутии, из них 62 в столице региона. По информации оперштаба, 10 человек заболели в Мегино-Кангаласском, по 7 случаев зафиксировано в Сунтарском и Чорапчинском улусах, 5 заболевших в Амгинском, по 4 в Усть-Алданском и Нерюнгринском районах. В Вилюйском районе заболели 3 человека, в Намском и Оленёкском по 2. Единичные случаи заражения COVID-19 зафиксированы в Алданском, Верхоянском и Кобяйском районах. За сутки лаборатории республики провели более 3000 исследований на коронавирус. Также, по данным оперштаба, в республику поступило 196 тысяч доз вакцины против ковида, а первую вакцинацию прошли более 148 тысяч человек. Из них почти 36 тысяч – это лица старше 60 лет. Вторую вакцину получили около 106 тысяч якутян. Всего использовано 76% от общего объема вакцины, поступившей в республику. В нескольких селах Алекминского района серьезная проблема с водоснабжением. Ранее потребности Абаги покрывало озеро, теперь запасов не хватает. Какие выходы из проблемы существуют, знает Елена Фаст. Села Первая и Центральная Абага расположены вдали от реки. В течение ряда лет жители сталкиваются с большой проблемой – доставка воды. За весну вот это больной вопрос: промоет, не промоет. Раньше вот когда это вот аж до горы вот это заливало, тогда проблемы не было. А вот последние годы, вот эти засушливые годы, это озера совсем обмелели. С прошлого года вообще. Ранее потребности покрывало озеро, но последние годы воды в нем не хватает. Вода подвозная, она подвозится водовозкой с озера Айбонкель. И в течение вот уже последних многих лет вода в этих, вообще близлежащих озерах, она практически осушивается вследствие того, что весеннее половодье уже вот давно не затапливает низменность, пойменную низменность, и, соответственно, эти озера у нас не освежаются водой и не наполняются. Проблема вот именно в этом. В селе провели встречу, пытаясь найти приемлемый для всех вариант. Ранее была подготовлена канава, но сейчас и от нее результативности нет. Мы прорыли канаву. К сожалению, нынче подъем воды он не достал 1,5 метра, чтобы вода зашла в канаву и дальше прошла в наше озеро. Глава Наслега видит два варианта. Они обсуждались при встрече, где были высказаны все предложения. Проработать вопрос шлюза, если вода придет и когда она будет уходить, чтобы вода из озера не ушла. И второй вариант – это закачка воды помпой в само озеро. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. 21 вопрос рассмотрят сегодня народные депутаты в рамках 27-й очередной сессии якутского парламента. В обсуждении принимает участие более 60 народных депутатов, а также глава региона Айсан Николаев. Пленарное заседание началось в 10 утра. За его ходом также можно следить и на официальном сайте Илтумен. В целом, в связи с ухудшением эпид-ситуации по коронавирусу, сессия проходит в дистанционном режиме. В числе первых народные депутаты уже в окончательном чтении приняли проект конституционного закона республики о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Стоит отметить, что основные поправки коснутся социальных гарантий, связанных с правами граждан, вопросами семьи и детства, образования и здравоохранения. Директор Департамента экономической политики Министерства науки и высшего образования России Аслан Канукоев принял участие в заседании наблюдательного совета СВФУ. Для этого он специально прилетел в Якутию и отметил качественную динамику, которую показывает вуз по всем направлениям деятельности. Он положительно оценил работу региональных властей по поддержке федерального университета. Участники наблюдательного совета, заслушав доклад ректора, единогласно проголосовали за принятие отчета об итогах деятельности университета и реализацию программы развития за прошлый год. Ранее в рамках визита директор познакомился с работой лаборатории Арктического инновационного центра, музея Мамонта и студенческим кампусом. Он отметил уникальные технологии и международную научную связь вуза.
Теперь с помощью социального контракта можно получить новую профессию или пройти переквалификацию. Это новое направление. Гражданин, желающий пройти краткосрочные курсы, получит деньги на оплату обучения, но не более 30 тысяч рублей. Также в течение 3 месяцев ему выплачивается стипендия 9 тысяч. Кроме того, работодателю в течение 3 месяцев возмещаются расходы стажировки гражданина на сумму не более минимального размера оплаты труда с учетом величины страховых взносов. В этом году для ведения предпринимательской деятельности по соцконтракту выплата составит около 250 тысяч, а для организации подсобного хозяйства более 100 тысяч рублей. Из федерального бюджета на соцконтракты в Якутии направлено 607 миллионов рублей. Профессиональное образование люди могут получить в течение 3 месяцев. Будет оплачиваться средний прожиточный минимум в это время как стипендия. А после того, как он устроится на работу, уже он 3 месяца будет получать полный прожиточный минимум. И это будет помощь и нашим работодателям, чтобы определиться с выбором более качественного контингента. И, конечно же, это будет помощь и нашим семьям малоимущим. Мы в этом году, в связи с тем, что направления изменились и увеличились размеры выплат, то мы рассчитываем на 5000 контрактов для наших малоимущих семей. В селе Бердигистях началось строительство школы на 550 учащихся. Объект возводят по программе муниципально-частного партнерства. Отметим, такой опыт один из первых в республике. 3-этажную школу возводит компания «Союз Инвест». Площадь строительства составляет 2800 квадратных метров. Также проведут благоустройство территории, построят игровые, спортивные площадки и коробку для мини-футбола. На объекте трудятся 30 работников. Ввод планируется в октябре следующего года. И на данный момент выполнены работы по цокольному этажу и дальше продолжаем выше нуля. Сейчас ведутся работы по установке колонн, монолитов. Дальше на этой неделе мы уже начинаем приступать к армированию плиты перекрытия. Отсюда начнем. Ну и дальше вот по этажам. А в эти минуты на территории городского пляжа столицы проходит традиционный заплыв Ассоциации моржей «Якутская Арктика». В этом году мероприятие проводят уже в 5-й раз и посвящен заплыв памяти Владимира Членова, вице-президента Ассоциации полярников России. Владимир Михайлович в свое время внес свой неоценимый вклад в развитие этого движения в регионе. Сейчас на месте работает наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Я передаю ему слово. Коллеги, здравствуйте. В эти минуты здесь завершается организационная часть, участники проходят регистрацию. Но я хочу отметить, что сегодня температура воды в протоке составляет 3 градуса. И это не мешает участникам совершить сегодня традиционный заплыв. Ну, как нам сообщил председатель ассоциации, с каждым годом участников становится все больше и больше. Помимо этого, также увеличивается число моржей, которые вступают в ряды этого движения. Давайте послушаем, какую информацию он нам сообщил до начала этого мероприятия. Вот в Якутии уже 2 года образовалась такая активная группа, которая популяризирует и тоже хочет войти в большую команду Федерацию зимнего плавания России. Конечно, легко заниматься на первой стадии, когда, допустим, 2, 3, 4 года молодому ребенку, да, человеку, маленькому человеку. И нужно вот либо начинать с конца летнего сезона, продолжать купаться, сентябрь, октябрь, тогда это плавный переход и быстрая адаптация к холодной воде. Можно закаляться, начинать с крещения. Это массовые купания, крещение проходят в каждом городе нашей большой страны. Ну, как вы видите, мероприятие здесь будет проходить под тотальным контролем специалистов службы спасения и МЧС. Они будут сопровождать каждого участника по дистанции, которые здесь они установили. Ну, а по итогам каждый участник и победитель будет награжден ценными призами и получит медаль. Также кубок участника сегодняшнего заплыва. Более подробно мы расскажем в вечерних выпусках новостей. На этом у меня все. На этом выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.